1986 году на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Взрыв на одном из энергоблоков полностью разрушил реактор. В результате аварии произошел выброс огромных доз радиации. Последствия трагедии до конца не устранены и сейчас. К ликвидации привлекли огромное количество служб со всего СССР. Участвовали в ней более 60 жителей Сосногорска и района. Владислав Павлович служил штурманом в Ухтинском аэропорту. Он оказался в отряде Министерства гражданской авиации по ликвидации аварии. В обязанности входило патрулирование прилегающей к АЭС территории и тушение лесных пожаров. Страшная жара, и начали гореть торфяники. Вот такой случай, редко такой, практически больше никогда не видел, чтобы из земли вырывался метров на 200-250 столб черного горящего торфа, торфяного дыма. И что интересно, не то, что интересно, а когда мы подошли немножко поближе, как-то локализовать, посмотреть, что это такое, сразу заработали бортовые рентгенометры, дозиметры. Страха не было, только тревога от неизвестности, признается Владислав Павлович. В числе других ликвидаторов он получил памятный знак «Ветеран Чернобыля» в честь 35-й годовщины катастрофы. Награды вручил глава района Сергей Дегтяренко. Позвольте мне выразить огромную благодарность всем вам за героизм, за ваши трудовые достижения, за вашу активную жизненную позицию. Именно вы сделали все возможное и невозможное, чтобы минимизировать последствия той страшной аварии. После награждения ветераны Чернобыля, большинство из которых сейчас на пенсии, пообщались за чаем, поделились воспоминаниями и просто побеседовали в дружеской обстановке. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 24 апреля было объявлено в Республике Коми днем проведения акции «Чистый дом» в рамках общероссийского субботника. Присоединился к экологической инициативе и Сосногорск. В течение недели горожане принимали участие в сборе макулатуры, сдавая ненужную бумагу в пункты приема, открытые во всех частях Сосногорска. Об акции я узнала с сайта администрации муниципального района Сосногорск и решила принять участие, так как это важно. Сдавая макулатуру на вторичную переработку, мы приносим огромную пользу окружающей среде и спасаем леса от вырубки. И еще вспоминаются добрые школьные времена, когда мы все дружно, всем классом сдавали макулатуру. Актуальность этой акции всем известно, то есть это экология, это переработка любого наших отходов, как бытовых отходов, так и макулатуры. Когда она собрана в одно определенное место, пункт приема макулатуры, да, то она дальше идет на переработку, естественно, на вторичку. То есть вторичное сырье перерабатывается и вырабатываются вторичные материалы. Акции, безусловно, такие важны, потому что мы все видим, что во всем мире проблемы большие с экологией происходят. Вот, и хотя бы здесь любой человек может нести свой пассивный вклад, там, особо не напрягаясь, просто встать с дивана, принести лишнюю бумагу, она у каждого в доме есть, там, газеты, тетради и прочее. В течение недели горожане собрали около 400 килограммов макулатуры. Как отмечают организаторы акции, вся собранная бумага будет отправлена на переработку. Это не первая наша такая акция. Мы в свое время очень много собрали старых батареек литиевых, отправляли их на переработку, собирали пластиковые крышки. Вот, у нас тоже были точки на лыжном стадионе, в Метеоре. Так что люди активно, сосногорцы, подключаются к этим экологическим таким нашим акциям. Так что думаю, что есть такие небезразличные жители, которые готовы вот так в свое время свободное подключиться. Стоит отметить, что проявить заботу об окружающей среде и любовь к своему городу сосногорцы могут, приняв участие в муниципальном субботнике, который будет проходить на территории района в течение всего мая. Помощь неравнодушным жителям окажет управление жилищно-коммунального хозяйства, обеспечив их пакетами для сбора мусора с его дальнейшим вывозом. Для получения инвентаря желающие могут обратиться в управление по адресу улица Куратова, 2 или по телефону 50331. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
В этом году в Сосногорске продолжится реализация программы формирования комфортной городской среды. Уже скоро подрядчики приступят к мероприятиям по благоустройству 2 общественных территорий. Совещание, посвященное предстоящим работам, провел на этой неделе глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Перед нами стоит задача сделать все работы слаженно, качественно и, самое главное, в установленные сроки, которые у вас прописаны в контрактах. Вам всем были направлены информационные письма с контактами всех подрядчиков для координации и последовательного выполнения работ. Это для того, чтобы наша с вами работа проходила в заданном темпе без нарушения сроков исполнения контракта. Напомним, в этом году в программу благоустройства попали территория за Домом детского творчества, а также сквер памяти жертв политических репрессий. И там будет обновлено наружное освещение, отремонтированы пешеходные зоны, установлены детские игровые комплексы. Работы завершатся до сентября этого года. Задача управления ЖКХ состоит в том, чтобы вовремя сделать все работы в срок, чтобы все работы были выполнены качественно, вовремя, и хотелось бы, чтобы дети успели насладиться детскими комплексами, детскими площадками до начала зимы. И хотелось бы, чтобы наши жители с пониманием отнеслись к тому, что производятся работы, и дождались момента сдачи все-таки детских комплексов, подождали немножко и после уже могли насладиться детскими площадками в полной мере. Стоит отметить, что в настоящее время проводится голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Сосногорцам предлагается выбрать 2 из 6 вариантов. Сделать это можно до 30 мая на сайте 11.городсреда.ру. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. У нас одной фотографии не хватает. Разве не хватает? Ну а где ты видишь еще одну фотографию? Правильность и скорость – главное на каждой станции квеста «Поехали». И вот уже команда завершает выполнение задания станции «Звездные имена». Участников ждали еще 3 станции. Мы очень долго готовились специально. Она у нас познавательная. Может быть, они чего-то не знали до того, как они пришли к нам, но теперь уже точно знают. Библионочь, проведенная сотрудниками Центральной городской библиотеки имени Якова Рочева, была посвящена космосу. Ведь апрель этого года стал знаменателен 60-летием со дня первого полета человека в космос. На знание космических терминов и событий претендовали 2 команды 9-классников. Они по очереди проходили станции, участвовали в подвижных играх и пели песни. Все это было в рамках одной тематики. Материал сотрудниками библиотеки отбирался тщательно в интернете, журналах и книгах. В итоге получилась настоящая познавательная игра. По словам инициатора квеста Татьяны Кречмер, именно такую задачу перед собой и ставили организаторы. Задачу, чтобы, конечно, молодежь читала, чтобы приходила к нам, чтобы знала наших героев и космонавтов. Ирина Гробовская учится в 9 классе Сосногорской 2-й школы. Участие в квесте приняла с удовольствием. Активно помогала своей команде бороться за 1-е место. Квест оказался очень познавательным. Мне понравилась организованность, то, что все было дружно и было весело, я много нового узнала. Сама Библионочь состояла из 2 мероприятий – квеста «Поехали» и сказок на ночь. «Сказки на ночь» – это проект «Универсальный интеллект Центра моста». Здесь он придумался, и у нас он проводится. Основная идея – популяризация чтения. Поэтому на сказках под особую атмосферу мы читаем книги, которые не проходят в школе, специально, чтобы заинтересовать публику. Книга и фонарик. Что-то в этом есть из детства, а еще из пионерских лагерей, когда в поисках ярких ощущений ребята рассказывали друг другу страшилки. В этот раз пугающих рассказов не было, а вот хорошая качественная фантастика и реальные истории были. В первую очередь подбиралась литература по тематике Библионочи. Тематика у нас – это космос, поэтому произведения разные. Это и Рэй Брэдбери, и Ольга Громыко, и есть даже воспоминания космонавтов. Чтение по ролям интересно не только в детстве, но и в старшем возрасте. Возможно, кто-то из участников сказок откроет для себя нового автора. А даже если и нет, то хватит и впечатлений от проведенного времени в хорошей компании. Вперед, космический поэт! Кто сказал, что жизни нет, что там на Марсе жизни нет? Мы летим на Марс. Как хорошо. Мы летим на Марс.
Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Исторический диктант Победы состоится в Сосногорске 29 апреля. Всероссийская акция станет третьей по счету. Задания подготовили эксперты российских исторического и военно-исторического обществ, а также гуманитарного госуниверситета. Вопросы посвящены первому году Великой Отечественной войны и жизни советских полководцев, которым в этом году исполнилось бы 125 лет, Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому. Это будет проходить в форме тестирования. Значит, будет дано каждому участнику 25 вопросов. Из них 15 будет с ответами, вариантами ответов. И остальные вопросы нужно будет на которые дать ответ самостоятельно. 20 вопросов на общую военно-историческую тему, 5 по региональной тематике. В Сосногорске проверить свои знания можно будет на 9 площадках в городских библиотеках, школах и техникуме. Или онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Там же размещены пробные задания, которые помогут подготовиться. Существует огромное количество и литературы, посвященной Великой Отечественной войне, и сайтов исторических, посвященных этому событию. Так что можно и пользоваться и литературой при подготовке, и интернетом. Ну, а я думаю, что ученики старших классов школ, они получают достаточно много информации на уроках. Старшеклассникам, которые правильно ответят на все вопросы диктанта, полагается бонус – дополнительные баллы при поступлении в вуз. Организаторы акции «Партия Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Зарегистрироваться для участия можно на сайте диктантпобеды.рф. Акция состоится 29 апреля в 12 часов. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.